поймут, вы можете... Мы пытались на видео... Добрый вечер. Заговорить. Мы на телеканале АТР Мызмызлар, в студии ведущий Эмine Джипар. И неожиданный Усман Пашаев. А наш сегодняшний гость Джамалидин Абдуджипаров, легенда велоспорта. Как он нам объяснил немножко разницу. По активности победитель 3 гранд-туров в велоспорте. Вы их... Хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Салам алейкум. Сами объясните, да, вот самые крутые гонки это какие? Ну, во-первых, номером 1 считается это гонка Тур де Франс, вот, где она проходит 22 дня, протяженность гонки 3600-3700 километров, это 20 этапов, есть между этапами 2 дня отдыха. То есть практически мы без конца крутим. И у вас наибольшее количество побед именно на этапах Тур де Франции. Да. Угу. То есть и побед, и очков то есть на это этапах. Не в общем зачете, да? Нет, по не этапам. в общем зачете. То есть в общем зачете, но лидерская майка по пунктам. То есть зеленого. А почему вы не в зеленой майке, а в таком торжественном костюме? Ну, зеленую майку я одевал тогда, когда догонялся. Поэтому... Обладателем каких маек вы еще являетесь? Также я являюсь обладателем фиолетовой майки, синей майки, это в Giro d'Italia. И Giro d'Italia это второй по значимости. Это вторая по значимости Гранд-тур. И третий по значимости Vuelta Испании, тоже майка активного гонщика синий. Синего цвета. Какими судьбами вы сейчас находитесь вот здесь, в Крыму? Ну, я так понимаю, в Крыму это к родителям, да? То есть, а в Украине по каким-то причинам? Да, у меня живут вообще в Крым-то я часто ездил, потому что, то есть, родина моих предков, родина моих родителей, поэтому я очень часто сюда ездил. Это самое любимое мое место, скажем. И поэтому я здесь нахожусь также, ну, то есть, можно назвать это моя работа. Я просто был приглашен еще в апреле на Гранд-тур Донецка. Потом я также с Донецка попросил, чтобы меня, как говорится, отправили в Крым. Я приехал сюда, побыл здесь и с родителями, и с родственниками. Потом я уехал в Москву, побывал в Москве. Там также меня пригласили в Москву. То есть проучаствовать в гонке, которая называется «5 колец». Вот, а затем я приехал опять в Крым. То есть продолжить свою деятельность. И вот недавно, прям на эти выходные, я был в городе Киеве. Там тоже проходил Гран-при Киева. Мне очень понравилось. И... Но вы себя считаете крымским татарином? Потому что, вводя ваше имя в Википедии, там пишется «этнический узбек». Ну, пусть пишут так, как хотят. Я знаю. А я сегодня исправил, вот видишь, в Википедии написано «этнический крымский татарин». Я сегодня залез в Википедию и исправил. Кстати, это корректное исправление? Это как любой может исправить. Нет, естественно, корректное, без проблем. Да? Или напишем все-таки и... Просто я сейчас не буду, как говорится, выдавать все свои секреты. Это сейчас уже не нужно. Этим мы как раз тут на Мызмызлара занимаемся. Какие секреты? Ну, просто в далеком СССР нельзя было выехать за границу и участвовать в соревнованиях. И быть крымским татарином нельзя было. Ну, вот вы сами ответили на этот вопрос. И тогда вы в паспорте в тот момент были узбеком. И поэтому пришлось сделать так. А по ощущениям? Начальник, как говорится, команды, то есть у которого мы проходили собеседование, будучи военными, он был крымский татарин. И так он и сказал: пока не будет заменено здесь, то вам, как говорится, карьеры не видать. А сейчас каково быть крымским татарином в Италии, где вы живете? Нет, я сейчас, как говорится, человек мира. Поэтому мне нравится и быть и в Италии, мне нравится быть в Крыму, мне нравится быть в России или в любой другой стране. Ну, это не то, что я сейчас что-то сам. Ну, просто у меня такая работа. Я ездию по странам, я ездию по соревнованиям. Ну, вы почти полжизни прожили уже в Италии, да, можно сказать? То есть вы еще до развала Союза оказались там? Чуть меньше полжизни. Чуть меньше полжизни. Вот. С какого года вы в Италии? Я с 90-го года в Италии. Да. То есть начинали, то есть переехали туда как спортсмен,
Да, я переехал в команду, в профессиональную команду и участвовать в профессиональных соревнованиях. Моя карьера продлилась 8 лет, после чего я, закончив, я просто также остался там, прошел школу спортивную, прошел кое-какие еще, как говорится, заведения учебные. И потом уже спокойненько... Вы ушли из спорта, потому что не прошли антидопинговый тест в 97 году? Дело в том, что мне всегда грозило это, поэтому меня хотели убрать в 89 году на велогонке мира, именно вот так же. Потому что вы крымский татарин, и все об этом знали? Нет, потому что я ташкентский террор, как там меня называют. Кстати, И откуда поэтому- появилось это прозвище «Ташкентский террор»? Ну вот сейчас потихонечку мы дойдем до этого. Не ответили еще на первый вопрос. Поэтому меня еще в 89-е годы, то есть 80-е годы пытались всячески остановить, то есть прервать мою карьеру. Но это у них не получалось. Я все равно дальше продвигался и, как говорится, шел вперед, не останавливаясь. Будучи уже в профессионалах, там тоже так же попробовали это сделать 1 раз, 2 раза, не получалось. Ну и на 3-й раз, просто вот так же, как вы дали стакан воды, мне дали стакан воды. Я его попил и попался, как говорится, на допинг. Но это ничья вина, попил я эту воду, и нашли у меня допинг. Ну, беда, ладно, это и тем более там не так уж и страшный допинг был. А теперь, Это было. консультируя своих спортсменов, вы предупреждаете, что нельзя пить воду из рук? А вы думаете, почему меня приглашает? Именно поэтому, потому что вы Поэтому. теперь осторожный Не то, что консультант. осторожно, я в этом деле эксперт, и то есть оберегаю тех же спортсменов, чтобы они от чужих не брали ни стакана, ни бачка. У нас бачки подают специальные, где есть напитки и так далее, так То далее. есть в вашей среде там никаких не олимпийских принципов, у вас все так с интригами, все как в искусстве, все красиво. Как положено. Но нашу воду вы можете пить безопасно. Тем более вам Уже сейчас можно, да? мне уже не опасно. Не опасно. То есть, Вот контроль всё равно не вернемся пройдет. к вашим 2 прозвищам. Одна из них Абду, ну понятно, это от фамилии, да? Вторая Ташкентский терминатор или террор, вот как все-таки называли вас? Ну, дело в том, что я спринтер, а спринтер, то есть он может и без команды в спорте соревноваться за 1-е место, или, то есть, грубо говоря, на финишной черте. И так как в районе 10 километров доехать до черты, последние 10 километров, нужно выбирать всегда позицию, чтобы, как говорится, не остаться сзади и занять позицию выгодную для того, чтобы на последнем километре как бы вырваться вперед. Вот этим самым, то есть меня начали потихоньку называть Ташкент террором, потому что я не боялся влезть в любую, как говорится, свободное пространство, занять место, и с любой позиции я мог, как говорится, также спортовать на... То есть прозвище появилось, когда вы еще жили в Узбекистане, в Ташкенте, то есть еще 80-е годы, нет. да? Нет. Когда я в первый раз попал в профессиональную команду, это была сенсация, то есть из далекого Узбекистана, из города Ташкента, появился профессиональный гонщик. Это что-то невообразимое. Это, ну, то есть из России это как бы приемлемо было, потому что было очень много гонщиков российских, то есть советского СССР, с пространства СССР. Но вот именно с моей такой фамилией мусульманской так особо не было в профессиональном. И, кстати, я самый первый мусульманин, который попал в профессиональный спорт и проучаствовал. Терминатор, уходя, делал вот так и говорил «I'll be back». У вас реализовать это «I'll be back» в качестве основателя какой-то команды есть желание? Ну, есть задумки очень хорошие, просто-напросто я такой человек, когда я не уверен, я ничего не делаю. Поэтому я думаю, впоследствии как-нибудь, если мне все-таки удастся, как говорится, найти спонсоров, я именно буду делать команду, именно свою, именно для себя, из пространства СНГ. Именно будут очень многие гонщики из Крыма и так далее, так далее.
И наш режиссер подготовил небольшую нарезку, то, что нашли в Ютубе с вашим участием. Вам, наверное, надоело комментировать вообще этот видеоряд, да? Мы попросим все-таки включить. Сначала просто посмотреть, вспомнить эти далекие начала 90-х. Это тот самое место, где у вас было падение, да? Да. Злополучная Опять-таки, в бутылка Википедии пишет, что это Кока-Колы. была бутылка Кока-Колы. Ну Это- вот сейчас смотрите, где она есть. Кока-кола после. Мой велосипед сшибает ее. Вы внимательно не посмотрите. В общем, случилось так. То есть у нас давно уже так не делали, но сейчас начали делать. В финишном коридоре всегда ставят транзены, то есть ограждение от людей, чтобы они не выходили на проезжую часть дороги. И транзены имеют две ножки, на которые они упираются. Дело в том, что за 40 метров, а так как я ехал по правой стороне, и финишная черта уже была недалеко, то я, то есть, чтобы не пропустить человека с правой стороны, то есть соперника, я держался правой стороны и вел линию, как идут транзены. То есть запас от ножки, это где-то сантиметров 60, я так и вел ее. Когда же вдруг за 30 метров транзены начали поворачивать вправо, уходить вправо, и я также, то есть, держался этой позиции. Но когда я голову поднял, здесь они начали выходить. И у меня уже просто не было времени, чтобы вырулить оттуда. И я просто попал уже в ножку транзена. И... О, какая у вас скорость была? Вот, какой вообще Ну, скорость я думаю, максимально что, развивают спортсмены? ну, Вот, на финише развивают около 80 км в час. то есть это было травматичное такое падение, в тот момент, такое достаточно... Ну да, было травматично, и, ну, правда, я ничего не поломал. Ушибы были, там голову разбил, и, то есть, сознание терял. Ну, все Но прошло. до вроде финиша вы нормально. добрались. До финиша я добрался пешком, потому что в конце мне сказали, что я должен именно пересечь линию, черту финиша пешком, как бы то ни было, но Самостоятельно. на велосипеде, самостоятельно, чтобы, как говорится, Получить зачет. получить зеленую И вы майку. стали обладателем зеленой майки же Да. на этом, после этого падения. Вот, и поэтому мне пришлось держать за велосипед и перейти. У нас есть вопрос от пользователя Facebook как раз относительно этого инцидента. Любите ли вы Кока-Колу? Если пить, то иногда да. А если что, то нет. Но если что-то, там, я же вам сказал, там просто когда я падал, я выскочил из велосипеда, и мой велосипед по инерции пошел крутить, и он задел этот бачок надувной рекламы Кока-Колы. А так как она легкая и надувная, она слетела с петель и дальше полетела. То есть Вот иногда только вы из-за себе позволяете нездоровый образ жизни, выпивая бутылочку Кока-Колы? Но не всегда. Редко. А для таких стран Южной Европы вы, наверное, суперзвезда и среди массового населения. Но вас и знают в профессиональной среде во многих странах. Почему, как вы думаете, в крымско-татарской среде вы известны только среди вот фанатов, друзей, знакомых? Вы, Ну, и, дело и в да, том, и в что- Украине тоже, Среди скажем. фанатов велоспорта есть, наверное, с недавних пор людей, которые увлекаются и любят голубей. Вот, значит. Но дело в том, что я, когда приезжаю, я, в принципе, сильно не афиширую, что я приехал. Ну, то есть, это с давних традиций у меня. Так, вот именно. Все близкие друзья меня знают. Кстати, я передаю большой привет Сирану Ильясову. Он работает, он крымский татарин и работает у нас тренером в Симферополе. Потом я передаю Шевкету, Так, время приветов. вот, поэтому он тоже очень хорошо подготавливает спортсменов. И вот сейчас... Велогонщиков? Да, молодой спортсмен, да, фамилия Зморка. Сейчас он тоже, ему 19 лет, ну, уже подает надежды очень хорошие. У вас было желание велошколу, да, открыть здесь, в Крыму? Да, давно уже было желание. Я затронул очень такой серьезный вопрос, когда в 1989 году я приехал сюда, в Крым.
пошел к руководству Симферополя. Мне вроде сказали, да, мы вам поможем, это то. Ну, то есть я хотел уже остаться в Крыму, прописаться здесь и уже, как говорится, соревноваться за Крымский полуостров. Ну, когда меня послали в Бахчисарай, там я пришел, там, кому меня направили, ничего не получилось. Ну, тогда я уже и попрощался с Крымом и сказал, хорошо, не надо, я поехал дальше. И уехал в Италию. То есть... Позже не было такого желания все-таки что-то сделать в велоспорте в Крыму? Нет, желание-то всегда оно есть, но я не знаю, возможно ли это, интересно ли это. Тем же хочу сказать и подчеркнуть, что здесь вот силовые виды спорта, борьба, дзюдо, бокс, наших именно крымских татар очень много в этом виде спорта, они делают прогресс. И я вам скажу даже больше. Наш соотечественник Ленур Темиров, он едет на Олимпийские игры. Мы делали в сюжет Лондон. о нем. Вот. Его тренер тоже с Дюша-1, Саидов Исмет. Вот, им большой привет, молодцы ребята, потому что единственный человек, который едет от города Крыма. Наш От Крыма, соотечественник. да. А велоспорт не в нашей культуре просто или как? Нет, не то, что не в нашей культуре. Здесь занимаются велоспортом, приходят крымские татары, но проблема одна в чем? У нас не хватает ни формы, не хватает ни инвентаря, не хватает талонов на питание, нету таких обширных... Это дорогой вид спорта вот для начинающего спортсмена? Ну, любой вид спорта, он дорогой, просто-напросто, где, например, борьба, бокс, оно по-своему образному тяжелый вид спорта, но велоспорт, он тяжелее намного по-другому. Вот ваш первый велосипед, какой был, вы помните? У меня был простой старт-шоссе, то есть обычный велосипед старт-шоссе, которых сейчас именно не выпускает, и вот наша беда в этом. Потому что человек приходит, даже школьник тот, ему не на чем кататься, потому что этих велосипедов нет, а дорогие велосипеды, они дорогие. То есть начиная с 300 евро и шкала идет вверх, то не каждой спортшколе, например, не по карману купить эти велосипеды. А ваш первый гоночный велосипед когда появился у вас? У меня появился, я начал заниматься с 6 класса. У меня где-то в 7-8 классе появился первый велосипед, и то я его собрал сам. Это был турист-велосипед, но переделан на гоночный. Часто по соревнованиям ездили? Да, кстати, вот в то время очень много соревнований было для детей, для школьников, для юниоров, для юношей. Очень много соревнований. И я помню, что в Ташкенте прям чуть ли не каждый месяц проводили эти соревнования. И приезжали со всех городов, с Намангана, с Андижана, с Ферганы, с Сырдарьи. Со всех городов приезжали спортсмены тоже, то есть молодые. Почему вы выбрали все-таки дальше стезю не тренера, а менеджера? Ну, во-первых, Заработок больше? Нет, быть тренером, это нужно иметь, как говорится, железные нервы. Если бы я был помоложе, то я бы, может, выбрал бы этот метод и был бы тренером. Но так как я уже, то есть в возрасте и с удовольствием помогаю тренерам в каких-то вопросах и так далее, но вот сейчас я просто не смогу начать с детей, их вести, просто мало времени у меня будет на это. Вас приглашают Казахстан, Россия быть консультантом команды. Это больше тренерская или больше менеджерская консультация? Нет, ну это больше тренерская. То есть я могу помочь во многих вопросах, и в тактических, и в активных, как гонку вести, и вообще на протяженность, как нужно подходить к соревнованиям. И так далее, и так далее. То есть очень много сложных вопросов, и поэтому я думаю, что моя помощь где-то заинтересует. До завершения карьеры вы принимали участие в соревнованиях от разных команд. Это Эльфа-Люм, Ирифин и Каррера. То есть очень частая смена команд. Это нормально для спортсмена? Да, это нормально, потому что если я не остаюсь в этой команде, значит, меня контракт не устраивает. Я ищу более интересную команду, которая меня, как говорится, хочет иметь в своих рядах.
и мы решаем этот вопрос. Я сейчас из зависти возьму листочки, так спрошу, ну помнишь ли ты без листочка название команд? Рифин, Альфа-Люм и Каррера. Все, 5, зачет. А Узбекистан с Украиной не интересовались вами, да, как вот Нет, тренером? Кстати, в Узбекистане умер этот вид спорта? Нет, он имеется, вид этот спорта, но то есть там старая плеяда тренеров и не подпускает к себе близко, и поэтому я как-то помогал очень сильно Узбекистану и очень был рад этому. То есть вот последние достижения, которые были, это с моей помощью, не буду хвалиться, но это с моей помощью, потому что я в 99 году я из Узбекистана, то есть пригласил в Европу, то есть в Италию, около 19 человек, спортсменов. Это никому не давалось в жизни. Они остались там, в Европе дальше? Не то, что остались, а это были юниоры и взрослые. Взрослые, вот из тех же юниоров вышло так более-менее хороший спортсмен, даже побеждали на чемпионате мира, и до сих пор они сейчас занимаются, гоняются. То есть было... Чем вызвано ваше увлечение голубями? Голубями я увлекаюсь уже с детства. То есть мой rahmetli брат занимался этими голубями, и когда я даже на тренировки ездил, я брал всегда в карман одного голубя и выпускал его, когда ехал с ним на тренировки. Это символично было. Да. Вот, кстати, я тоже поприветствую здесь всех голубятников Симферополя, Серверага. Он работает на такси. Это второй этап нашего тура. Тур селянов. Тур де селянов. Инверагас Феодосий и Базирагас со Старого Крыма. Это мои все друзья, самые хорошие. Рустемчик здесь со Шошкильде. Есть в Саке ребята у меня, Арсенчик и его папа. Потом есть Рифатага, Крымский дворик, очень такой знаменитый тоже голубятник. Есть Рифатага, он, как говорится, с Бахчисарайского района тоже, он депутат. Вот. Ну и Бахчисарай, там тоже много очень голубятников. Серверага, Рустем-ага. Голуби как-то вас взбодрили сейчас больше, чем велосипеды. Потому что сейчас я в своей среде, как бы, то есть соревнований по велоспорту нет, а с голубятниками я всегда вижу все. Вот. И поэтому мне очень приятно. Ну, то есть здесь весь цвет голубей, который был в Средней Азии, в Ташкенте, он сейчас здесь находится, и поэтому... А ваши голуби где находятся? Мои голуби и здесь находятся, и в Италии находятся, то есть я повсюду. Тоже голуби мира, надо полагать, вот. Да? И все-таки вернемся к велосипедам. Кстати, вопрос. Как по-узбекски будет велосипед? Аяхмашна говорят по-крымско-татарски иногда. Вот такое определение. А по-узбекски есть велосипед? Велосипед. Вот так вот. Нет, сейчас... Олсен Халсен велосипед. Ахмечте, по Симферополю. Какая судьба? Здесь тоже был велотрек, да, когда-то? Да, был велотрек, очень неплохой был велотрек, но его снесли, хотели построить новый, но как-то проекта пока сейчас нету, и я не знаю, будет ли он вообще. Очень жаль. Неразвитость этого вида спорта здесь сейчас, она связана как-то с общей культурой отношения к велосипедам? Вот если в Европе во всех городах вот есть велосипедные дорожки рядом с тротуарами или дорогами, да, то есть очень большое количество людей просто в жизни пользуются велосипедом как видом транспорта. Причем им пользуются там, депутаты парламента, то есть бизнесмены. Да, для миллиардеров где-то во французской ривьере майбахи не нужны. Это такой пережиток наш постсоветский. Да, в Голландии, в Бельгии, сейчас в Италии это очень, в Париже. То есть дело в том, что... Здесь нету этого. Нету. А чем связано? Почему так? В первую очередь руководство думает о экологии, потому что если вы возьмете город Киев, город Москву, город Симферополь, всегда, вот даже видно сейчас пробки по кольцу, везде, это машины, это задымка, задымленность воздуха и так далее, так далее. Во всех странах, в крупных городах, в Риме, в Милане, в Амстердаме, где бы ни было, в Брюсселе, есть даже так, что на субботу-воскресенье закрывает весь город и только катается на велосипедах. А потом, если вы ни раз в пробки не попадали, в такой, когда стоите 3-4 часа, я думаю, что велосипед намного лучше.
То есть оставить ту же машину в той же пробке, сесть на велосипед и доехать до своей работы. То есть, получается, нам и так нужно дождаться увеличения количества машин, чтобы все автоматически Нет, пересели ну, на... Менталитет. Вы Это- себе представляете это- на каких-то бизнесменов, даже средней руки, не говорим бизнесменов, менеджеров, которые сядут вместо машины на Или велосипед? Или депутат менталитет Верховной другой. Рады. Я сейчас скажу почему. Потому что до какого-то времени никто о спортивных, как говорится, о спортивной форме и вообще о здоровье никто не думает, не задумывается. Кстати, я очень хорошо этим владею. После 40 лет любому человеку нужно уже задуматься о своем здоровье и следить за ним очень серьезно. Поэтому каждая пробежка, каждый пеший переход, он очень полезен, а тем более на велосипеде. Но на велосипеде у нас очень опасно ездить, потому что третья или четвертая машина тебя обязательно шибет. Это очень опасно. Но 1000 шагов в день это нужно делать обязательно. Интересно, сколько у вас велосипедов в вашем велопарке? Обычно В спрашивают про моем машины. велопарке, ну вот все велосипеды, 8 велосипедов в моем велопарке есть, на тех, на которых я состязался и выигрывал. А друзьям дарите велосипеды? Мои лично не дарю, потому что я их завоевал сам, заслужил И сам. по-прежнему это моя катаетесь на них? память. Нет, катаюсь я уже иногда и то на маунтинбайке, то есть не на шоссейном велосипеде, потому что уже тактика поменялась и пошире баллоны, то есть можно, у нас дороги не ахти, можно по обочине поездить и есть меньше шансов проколоться и иметь дефект. А к нам добрались на велосипеде или на машине? Нет. Добрался на самолете. Вот. Ну, часто гуляю и по Симферополю, и в Старом Крыму, когда бываю, и в Феодосии. То есть оставляю машину за километр, иду пешком до нужного мне объектива. В 90-х вы были настолько популярны, что одна британская панк-группа даже назвала себя в вашу честь. Вы знаете, наверное, да? Она так и называется, Абдуджипаров. Слышали когда-нибудь эту панк-группу? Слышал, у меня даже есть диск от них лично. Вот, мне очень... Я просто был в шоке, когда в 92-м году я поехал именно в Англию гонку, я выиграл там 3 этапа. И думаю, скорее всего, это оттуда и пошло, потому что это дошло до меня тоже очень поздно, когда я уже закончил свою карьеру. Да, они в 98-м году появились только, эта Вот. группа, да. И я думаю, что это из-за этого только, потому что, ну, в Англии, в принципе, очень талантливые музыканты, и там рок-группа очень сильная. Это даже не рок, а панк такой. Да. Как вам эта вам музыка стала близка, да? Это? Ну как близка, я ее послушал, но нужно привыкать к ней. Так не привыкнешь сразу. Я перебил. Я Вам забыла. что? Про Италию. Все-таки вернемся к Италии. Вы дальнейшую свою жизнь связываете с этой страной, да? То есть для вас уже переезд сюда, ну, можно сказать, невозможен. Ну, Италия также, она как Крым. То есть Крым красивый, такой же, как и Италия. То есть я вот когда ездил, например, вот я как-то заезжал в местечко, это после фонтанов, только едешь внутрь, завернешь в фонтаны и внутрь. Там такая же Швейцария, такая же Италия. У нас очень красивый Крым, очень красивый Крым. И еще подчеркну, здесь, в Крыму, если создать детские школы, как это было раньше, для всех видов спорта, Крым будет закрывать всю Украину. То есть здесь очень сильные спортсмены, очень сильные люди. И поэтому хотелось бы очень, чтобы вот именно крымское руководство, спорткомитет, министры Крыма, они об этом подумали. Но вы не хотите этим заниматься, да? Почему? Если мне дадут возможность, я первым дам клич и займусь этим. Понимаете, у нас есть интернаты, но они действуют так себе, то есть нету финансов, нету ничего. А сегодня, если вы посмотрите, без спорта ничто не обходится. Посмотрите все страны другие, у них есть марафоны коллективные, то есть по 500, по 10 тысяч человек. Там же вы стартуют. сами говорили до эфира, это не государство, это частным образом финансируемый спорт, да? Нет, То есть- почему? Вот когда вот именно марафонские такие забеги есть, это просто государство, это мэры спонсируют и так далее, так далее. То есть это массовый вид спорта, массовое призывание людей именно не забывать спорт. И чем больше это будет проводиться, тем больше детей люди будут отдавать в спорт. И мы будем гордиться этим, потому что оздоровление нации нужно делать. Потому что вы- Джамаледин Ага, говоря об оздоровлении нации, то есть вы интересуетесь состоянием спорта, голубятников в Крыму, состоянием крымско-татарской политики, предположим, вы интересуетесь?
Ну, как я могу про них сказать, если я их не знаю идеи? Вот вот я вас смотрел не так уж часто, не так уж много. Про спорт у вас вообще ничего не говорится. То есть про активность спорта, чтобы, например, допустим, в Феодосии есть школа. Вот я знаю точно, сегодня был праздник Феодосии, там открывался спортивный сезон. Там есть школа борьбы, самбо, очень крутой такой Да, мне кажется, иногда у нас в новостях сплошная борьба и самбо, и куреш, и футбол. Хорошо, ну это я же говорю об общем, потому что наши люди именно туда ходят, потому что велоспорт не развит. В Феодосии есть велоспорт, но он Вы о очень велоспорте, такой... да, о велоспорте не делали. Вот. Нет. В Ялте нет велоспорта, в Алуште нет велоспорта, в Симферополе есть, но на него, то есть там сидят старые директора, я не знаю, о чем они вообще думают и смотрят, и они не хотят менять ничего в этой жизни. То есть проблема одна. Если же мы хотим открывать велосипедную школу или же в общем интернат большой, то нужно его поднимать на государственной основе. То есть если сегодня Меджлис заинтересован независимо ни от кого открыть эту школу, то, пожалуйста, мы можем ее открыть. Только дайте возможность. Почему сейчас в Турции, вы не поверите, есть профессиональные команды, 3. Она такая же маленькая, как и мы. Крым. Понимаете? Но почему они заинтересованы это делать, а другие нет? Вы посмотрите в спорт в Турции, как поднят. Ну, потому что они разбогатели в последние годы А и почему? стали... Что, Крым это хуже? Но Турция больше, чем Крым, и плюс это государство. У Крыма есть свой статус, это автономная республика. Хорошо. Это ограниченность. Дело в том, что, насколько я знаю, мусульмане, они везде помогают друг другу. Поэтому если, может, и была какая-то помощь, только никто ничего не знает и никогда не узнает. А я точно знаю, что есть и бывает помощь. Как вы ощущаете себя, кстати, мусульманином в такой католической стране, как Италия? Я человек мира, я, как говорится, не имею проблем ни с католиками, ни с А с Папой мусульманами. Римским встречались? Встречался. И как? Аудиенция? Очень С хорошо. предыдущим или нынешним? С предыдущим. С Иоанном Павлом. Да. II. С этим нет, еще не успел. Но с предыдущим встречался, нас принимали прямо, ну, вот как раз был Джиро d'Italia, он принимал прямо нас в Ватикане. Вы представляете, это государство. Там выпускает свои продукты, свои вещи, все свое. Все свое. Они не зависят ни от кого. И нам режиссеры говорят, что 2 минуты до конца эфира. Вот, Мы отдаем эти 2 минуты вам. Вас На можно приветы. выходить. Может, на приветы, может, вы хотите Яша, что-то такое. я извиняюсь, Для что- молодых спортсменов, может, да, хотите вот, что-то сказать. Я На очень бы Сиатла. хотел, как говорится, чтобы в Крыму зародились эти школы, чтобы все мэры городов, и где наши люди есть, они именно обратили на это внимание, потому что хотят заниматься ребята, но им это не дают. Поэтому очень хотелось бы поддержку, очень хотелось бы, чтобы внимание обратили именно на это. А потом я передам всем привет большой-большой старому Крыму, моим всем родственникам. Храм-Катаржан зятю. unutmadınız İtalya'da yaşamak. Не, Unutuldu biraz. Она açık не Зор şekilde. да, сразу не смогу так разговаривать. Потом Феодосии большой привет. Привет большой Ялте, Судаку, Саки, Евпатория, с моего поселка очень много народу живет. Hepsine selam, çok саухлар и неме. Как-нибудь увидимся. Я извиняюсь, что я к вам не могу попасть, но вот с этим эфиром я хочу большой селям всем передать, моей мамочке, которую очень сильно люблю. Вот. И всем Зрителям я близким, напомню, хорошим. что это был Джамаледин Абдуджипаров, легенда мирового велоспорта. Ну, это если сравнивать, это как Месси в футболе. Вот так вот. Но, если Ташкентский терминатор. можно. Ташкентский терминатор. И До следующей просто Абду. встречи. Сау. Чок Сау, салон у нас. создаем сау.